Дорогие наши слушатели, наши зрители, любимые наши, сегодня у нас очень интересная лекция-концерт, посвященная двум гениальным композиторам, которые, можно сказать, что они, наверное, будут жить в веках, потому что они действительно патриоты нашей Родины, нашей России, хотя они жили немножко в разное время, но это два великих, гениальных композитора, музыканты, дирижеры. Рахманинов еще был пианистом прекрасный. И, кстати, он ученик, Рахманинов ученик Чайковского. Их очень много связывает. И когда Чайковский преподавал в консерватории, то у него по одному предмету, по гармонии учился Рахманинов. И он ему поставил 5 с 3 плюсами, когда он заканчивал. То есть вот за его это плане он как бы продолжил Рахманинов линию вот эту патриотическую, русскую, любовь к родине, любовь к природе, любовь к человеку. Но оба они прожили очень непростую жизнь. Надо сказать, что 2 гениальных вот этих композитора, они прожили непростую. Чайковский был несчастлив в личной жизни, а Рахманинов уехал в 1917 году за границу и жил в Америке. Он умирает в 1943 году, у него получается 1873, у него 150 лет в этом году со дня рождения и 80 лет со дня смерти. А у Чайковского 130 лет со дня смерти. Он родился в 1840, а умер в 1893. И совсем еще, в общем-то, по нашим временам молодым, 53 года. Рахманинов умер в 70 лет, а Чайковский в 53 года. Ну, жизнь, конечно, была у Чайковского, но он был очень, вот надо сказать сейчас, будем говорить о Чайковском, как о старшем гениальном русском композиторе. Вы знаете, что есть конкурсы, и музыка его звучит по всему миру. Вообще музыка Чайковского — это что-то, нечто, наверное, что-то такое божественное. Если вы будете вот в Петербурге или были, то обязательно в Александре Невской лавру сходите. Там вот его памятники поставили, у него 2 ангела. За ним крест огромный стоит, и ангел с крыльями. И рядом сидит с нотами 2-й ангел. То есть вот это говоря о божественной природе его музыки. Вот он надо сказать, что его музыка, она наполнена такой любовью и счастьем, но с другой стороны невозможность этого счастья, что нельзя это счастье достигнуть в жизни. И он вот это с этим, вот эта борьба добра и зла у него была очень ярко выражена. Поэтому его музыка, она потрясает своей глубиной, своим вот проникновением в сердце и в душу каждого человека. Вот все его произведения, сколько он писал и симфоническую музыку, опер, романс, огромное количество, за 53 года он столько написал великой музыки, и он новатор и балетной музыки. Сегодня вы услышите тоже музыку из его балета. И все вот столько за такое, детство его было очень, очень счастливым. Кстати, у него мама с французскими корнями, фамилия мамы Ассиер. И она где-то вот французский корень. А прадед его воевал под началом Петра I в Полтавской битве. То есть вот такие у него тоже интересные факты биографии, удивительные. У них было 5 детей. Мама Александра Андреевна прекрасная, она отличалась добротой, она учила детей, у них 5 было, и она всех их учила искренности и доброте. Отец был строгий, он был горным инженером, и он как бы, мальчиков особенно, он
строго воспитывал. А мама была очень добрая, но мама очень рано, может быть, это трагедийность его творчества, его все потому, что мама умерла рано. Чайковскому было 14 лет, когда умирает его любимая, горячо любимая мама. И он всегда говорил, что таких рук, как у моей мамы, ни у кого не было. И вот она их учила, она прекрасно играла на фортепиано. И он уже Чайковский, уже в малом возрасте его взяли учительницу музыки, была у него, и он уже подбирал, он уже играл, у них была оркестрина, это маленький орган в доме, и он, конечно, вот, уже проявил, среди 5 детей он сам отличался с одаренностью уже с самого раннего детства. Он был очень ранимый мальчик. Он даже вот гроза шла, и он мог упасть в обморок. У него очень тонкая организация его душевной. Почему у него может быть такая музыка, которая проникает во все клетки каждого человека? Потому что он воспринимал все очень остро. Он был ранимый. Его даже называли стеклянным мальчиком в детстве. Самой любимой сестрой его была Александра Ильинична. У нее было 7 детей. И вот Чайковский, как-то он ездил к ней часто, она жила на Украине, в Каменка, там имение было. И вот в очередной раз, когда он приехал, он сидел на веранде, пил чай, и вдруг слышит, кто-то за фортепиано терзает гаммы, этюды, это такие технические упражнения, кто учится фортепиано, знает, неинтересно. Посмотрела, это был его племянник любимый, Володя Давыдов. И вот он решил, сидя вот за чаем, он решил помочь Володе и создать какой-то интересный сборник для детей, чтобы заинтересовать. Ведь очень важно ребенка заинтересовать музыкой, чтобы не оттолкнуть его, а привлечь. И вот он создает такой сборник для детей, детский альбом. Там 24 пьесы из мира ребенка. Там и игрушки, есть мама, и есть сказки. Вот, например, сказки «Баба Яга», такая пьеса, кстати, очень сложная технически. И вот детский альбом, он, в общем, его играют не только дети. В музыкальной школе все, наверное, проходили, дети играли вот с этого сборника пьески. Есть простые, а есть очень сложные по фактуре. И вот в этом сборнике он как бы свои впечатления отразил, детские впечатления, какие вот, что окружает ребенка. И вот первая пьеса с этого детского альбома, это называется «Утренняя молитва». С чего начинается вообще день? Вот у дворянских детей раньше начинался с молитвы, с утренней молитвы. И вот эта светлая такая музыка, она как бы настраивает ребенка уже на день. И надо обязательно Господу поклониться с утра. И что интересно, создал он детский альбом, будучи еще совсем молодым, Чайковский. А вот вышел сборник в наше время, детский альбом, и там стихи написал наш современный поэт Виктор Губин. Вот на музыку Чайковского он сделал текст. Иллюстрации сделала Вера Павлова, такая художница современная. А под текстовку каждой пьесе сделал Виктор Губин. Это детский поэт, он родился в 1945 году. Кстати, мама его была Фрида Бауэр, прекрасная пианистка. У них дома было огромное количество книг у Виктора Лунина. Вообще его фамилия подлинная, Лунин это псевдоним, а так он Левин. И огромное количество, и вот он слушал игру мамы, и
вот ему захотелось, вот как бы посмотрел детский альбом Чайковского, услышал, ему захотелось вот этот инструментальный сделать тексты к этим 24 пьесам. И он сделал вот этот текст. Удивительный текст, конечно, и вот эти первая утренняя молитва, а в конце 24-я пьеса – это в церкви. Раньше она в советское время называлась хор. Это две хоральных пьесы, которые поющие, это хор в церкви, которые поют утреннюю и вечернюю молитву. Сейчас вы услышите утреннюю молитву Чайковского из детского альбома. Вторая, номер 24, это в церкви, я уже сказала. Это поклонение Господу, это вечерняя молитва, это то, что грехи у нас у всех, вот, и то, что мы грешили, вот Господа, обращение к Господу. И вот что интересно, вот это, она светлая, она, кстати, называлась, вот эта первая пьеса, нельзя было называть утренней молитвой. Советское время называлось утреннее размышление. Вы видели, она такая спокойная, размеренная, светлая музыка такая, да, размышление. А вот уже в церкви вы услышите, что здесь уже именно Господь, это уже обращение к Господу. Стихи Чайковского, стихи к этой пьесе Виктора. Святый научи
теперь перейдем к его музыке инструментальной, вокальной. Вот я уже говорила, что он писал и романсы, и инструментальную музыку. И вот у него есть романсы и вокальные, и инструментальные. То есть переложение для каких-то инструментов. Вот это было уже необычно в то время, потому что романсы для этого в основном пели певцы. Вообще романс он происходит из Испании, то есть это родина романса, это Испания. К нам пришел романс где-то в Россию в конце 18 века. И вот романсы потом получили распространение, они были как бытовые романсы, так и классические романсы. И вот Чайковский писал и вокальные романсы у него есть, и классические, и романсы инструментальные. Ну о чем это говорит романс? Что музыка, идущая вокальная, то есть инструмент поет. То есть вот мелодия романсов, она инструментальных, она напевная, она похожа на песню. Она напевная, Вот сейчас вы услышите романс фа-мажорный, это будет играть виолончель, это инструментальный романс. И что интересно, вот романсы свои, вообще Чайковский познакомился в свое время, когда еще был молодым, у него была единственная возлюбленная. Он неудачно женился, развелся, а потом он встретил итальянскую певицу, которая с труппой переехала в Россию, Дезире Арто. И вот он влюбился в нее, у них была даже помолвка, но потом она уезжает с труппой, выходит замуж, и они расстаются. И вот он посвящал Дезире Арто романсы. Он посвящал и вокальный, и посвящал ей еще, подписывал, вот у него даже романс из фамилии, где он подписал Дезире Арто. То есть он посвящал ее музыку, он настолько восхищался ее талантом. Она была самая талантливая примадонна оперной труппы из Италии. Потом они через 20 лет встречаются, но потом уже отношения, дружеские отношения, уже прошло много времени, но она попросила его написать, чтобы он написал музыку, он ее посвящал, написал ей романс, потом пела в Париже. Она была вообще француженка, она пела в итальянской труппе, но была француженка. Сейчас вы услышите романс фа-мажор. Виолончель фортепиано.
музыки чувства, всяких разнообразных, и сомнения, и печаль, и радость, и надежда, и вера. Все в этой музыке Чайковского, она удивительна. Вроде бы мажор, но она все равно такая меланхолическая музыка. Она чувства пробуждает, пробуждение чувств. И сердечных, и душевных, сил. Чайковский, кстати, был очень много за границей, почему он потом вот встречается в Берлине с Дезириартом, когда она преподает уже в Берлине, у нее были ученики, когда она уходит со сцены. И, кстати, он первый, наверное, из русских композиторов, он объехал весь мир. Он был в Америке. Он открывал знаменитый Карнеги-холл, он гулял по Бруклинскому мосту, его принимали восторженно. Он такой популярностью пользовался в Америке, удивительно. Можно сказать, его носили на руках. Там в Америке он мог остаться, но он был патриот, он скучал по родине. По каждой травинке. Вот что он, что Рахманинов, который не принял гражданство в Америке, он тоже в Америке. Но он не принял гражданство. Они все равно тосковали, это ностальгия по России. И он был и по всей Европе, Чайковский ездил. Он даже был, его избрали в Кембриджском, профессором Кембриджского университета в Англии. Он был, это удостаивалось только 3 из всех композиторов мировых, вот такой честью удостоился Чайковский. Он написал еще очень много музыки. Ну вот мы сейчас послушали детский альбом Чайковского для детей. Но есть у него еще и он писал и балеты. Он вообще реформатор, инноватор в области балета. Если раньше балет просто был такой прикладной, то есть музыка балетная, были движения танцевальные, а музыка как прикладная была, сопровождала танцы, то у него музыка играет главенствующую роль. А это смысл балета. И вот ему дали в 1876 году стал писать балет, первый балет из 3 «Лебединое озеро». И у него 3 балета. Это, наверное, «Лебединое озеро», вы знаете, что самое знаменательное событие почему-то всегда «Лебединое озеро» Чайковского показывают вообще в нашей жизни. И второе «Спящая красавица», это тоже сказочный сюжет. И третий еще «Кунчик», тоже по сказке Гофмана. Первый балет, вот «Лебединое озеро», оно по старинной немецкой легенде написано. Ну, вы, наверное, знаете, да, что все, наверное, смотрели, знаете сюжет, что как лебеди превращаются в девушек ночью, заколдовал злой волшебник Радбат, они ночью, и приходит к берегу озера Зигфрид, принц, ему мама предлагает, родители предлагают ему жениться, выбирать его невесту, а он приходит и выбирает вот девушку-лебедь, как царица среди всех лебедей, Адельта. Но она берет с него клятву, что он ее не предаст. Но вот потом злой волшебник превращает свою дочь Адилию, становится похожей на Адельту, и он нарушает клятву. И что интересно, что в разных постановках оно заканчивается, ну, если нарушивший клятву, предавший любовь, они как бы погибают. А есть у нас ставится балет «Лебединое озеро», что побеждает любовь все-таки, торжествует любовь, он борется с Радбартом, злым волшебник, побеждает его, и они становятся девушками, превращаются в лебеди прекрасных девушек. Сейчас вы услышите адажу балет «4 действия». Кстати, мне посчастливилось, когда я училась, увидеть в Большом театре постановку великолепную, где танцевала, лучшая, наверное, во всем мире Адельта Плисецкая, Майя Плисецкая.
я была на первом курсе. Она уже была за границей, но вот одни иностранцы были в Большом театре. Руки, вот как у Плесецкой, рук, наверное, ни у кого не было. Это были просто вот, действительно вот крылья. Больше вот сколько я еще видела постановки, но такой, как у Плесецкой, это было просто счастье. Я стояла, на балконе был билет такой дешевый, надо было стоять. Вот, я простояла на спектакле. Это было что-то потрясение, конечно. И то, что Фадеевич был Зигфрид, это ее партнер. Она уже мало танцевала, уже у нас за границей была, и вот была в этой постановке. Удивительно. Сейчас вы услышите адажио Одетты Зигфрид, это тема любви, тема, когда он ее видит, адажио из второго действия балета «Лебединый озеро». Обозначение темпа медленного, но в балетах это адажио обычно танцуют всегда пара, это дуэт адажио, главный герой. А сейчас вы услышите финал из четвертой, окончания балета, когда тучи рассеиваются, злой волшебник Радбард повержен, торжествует любовь, все счастливы. Все празднуют, и Зигфрид с Одеттой вместе. Финал, четвертое действие.
написал еще Чайковский, есть у него сборник для детей, а есть еще сборник для юношества. Это сборник «Времена года». «Времена года» — это 12 пьес для фортепиано. По временам года, начиная с зимы, она обозначена. И там каждой пьесе есть эпиграф из стихов русских поэтов. И вот сейчас вы услышите май. Ну, мы сейчас в мае находимся. Наш цветущий май, красивый, где вся природа распускается. И все расцветает природа, чувства, любовь, свет, торжество света и радости. И вот эпиграф к этой пьесе Афанасий Фет. А, кстати, вы знаете, что Афанасий Фет — это русский поэт-лирик, что он не русский по происхождению, он оказался, что он Фет. Он немецкого происхождения, хотя всю жизнь прожил в России. И потом, когда он оказался, он незаконно рожденный, и поэтому у него была такая тоже очень тяжелая жизнь этого поэта. И он писал много. И вот стихи его как бы спасли, он очень переживал. Его отправили там потом в Германию к этим родственникам Фетов. И он там был, и он, когда он закончил там гимназию, он даже вот пришел на границу с Россией, он лег и целовал землю России. Насколько вот он был. Ну, там получилась такая история, мама его там, и его как бы очень воспитывал, его очень. И вот Фет, стихи у него прекрасные, Фета. Вот это, наверное, один из лучших лириков, именно воспевающих природу. Май. Какая ночь, на всем какая нега. Благодарю родной полночный край. Из царства льдов, из царства вьюг и снега, как свеж и чист твой вылетает май. Времена года Чайковского, май.
на такой светлой ноте мы вот с Чайковским как бы прощаем. Вот такой свет, любовь, чистота. А он вообще обожал природу. Почему природа его заканчивает? Потому что он обожал ее. В Клину, вот у него была там дача в Клину, и он столько цветов, столько лилий, он каждый цветочек, каждый все. У него даже был гербарий. Он засушивал растения и их хранил. И вот у него есть такая, у него 6 симфоний, и вот как раз в 4-й симфонии, вот, 4-я часть 4-й симфонии, он берет русскую народную песню, вопль березы стояла. Вообще береза для него была это все. Вот если смотрели фильм Чайковский, повторяли его сейчас, с гениальным, с Мартуновским, это один в один Чайковский. Изумительно сыграл. И вот там как раз заканчивается фильм, и там вот среди берез. Вот это он как бы слияние с природой. И почему такой гениальный мозг? Потому что все они удивительны. Но он слишком рано ушел, конечно, после Америки. Он в 1891 году, умирает он в 1893, а в 1991 он посещает Америку. И когда он возвращается, там огромное расстояние, у него замысел был последней симфонии. А в это время были очень такие трагические события. Уходит из жизни его сестра, любимая, Александра Ильинична. До этого умирает отец. В общем, такие потери, а он очень все близко к сердцу принимал, эти все трагические события. И у него вот эта симфония последняя, вот, 6-я, на трагедия. А потом он, когда на этом корабле ехал, это вечность, этот океан, у него какие-то вот такие мысли были о вечности мироздания. И вот эта симфония заканчивается реквием. То есть вот последняя часть, вот последняя 6-я симфония, гениальная, которую сразу люди не признали, потом стала. Значит, по всему миру эта симфония. Но ее слушать без дрожи невозможно. Последняя часть это реквием, это церковная музыка тоже, как вот мы слушали в церкви, да? Вот там, кстати, в церкви, вот я, то, что я исполняла, там подлинный церковный глаз использован, 6-й глаз, который звучит в церкви. Чайковский использовал. И там тоже реквием. Вот. Там близкий даже к реквиему на Моцарта, которого он обожал. И он исполняет свою симфонию, потом пишет «Пиковая дама», которая тоже, конечно, это гениальная опера. Это опера тоже, знаете, по Пушкину, да? Вот особенно сцена, я ее в Мариинском театре видела, прямо сцена с графиней, когда она умирает в кресле, и он в нее стреляет, в эту старуху графиню. Ну, страшно, просто вот прям, знаете, вот прям все мурашки по всему телу бегают. Настолько эта опера, если удастся посмотреть, послушать, это гениальная опера, это вот что-то такое тоже свыше. Это вот 6-я симфония и «Пиковая дама». Ну и она трагически заканчивается. И Лиза бросается, его любовь, которую он любил. И он сам стреляется в конце. Самое интересное, когда я вот смотрела, мне было 12 лет, мама меня повела в Мариинский театр. Мы были там, мама ленинградка. И вот мы там смотрели, а там был такой очень прекрасный Герман, Анджапаридзе певец, Зураб. Прекрасный голос изумительный. Но он был очень полный. И когда он стреляется в конце, вот три карты, когда тройка, семерка, туз, оказалась пиковая дама. Ну, вот эта пиковая дама, она называется, это старая графиня, которую он говорит. Он ее не стрелял, он просто ее напугал, а она уже старая. А у него, он полный, и у него так живот ходил. И он лежит на сцене, я маму спрашиваю, маму, говорю, а дядя-то ведь умер, а почему у него живот-то ходит? Так интересно. Она говорит, ну это же артист, потом объяснила, что это артист. Вот интересно. Но опера гениальна, конечно. Безумно, это одна из, конечно.
лучше. Но заканчивает у него светлые оперы. Вот как сейчас «Май» мы слушаем, а последняя опера его «Иоланта». Как прозревает слепая девушка. Вот Иоланта, она в нашей пляске идет, Иоланта. Светом. Все равно свет, любовь побеждает. У него везде вот борьба жизни и смерти, любви, ненависти, любви, добра и зла. Вот это у Чайковского все время перемешать. Кстати, он заболел, за 8 дней он ушел всего. За 8 дней. Он дирижировал свои симфонии, вот этой последней, и выпил, было очень жарко, и он выпил воды. А тогда ходила, кстати, от холеры умерла его мама, когда ему было 14 лет. И Чайковский тоже умирает от холеры. Он выпивает воду, а там, видимо, он умирает. Вот 25 октября в 3 часа ночи его не стало. 130 лет назад. Кстати, а день рождения у него 7 мая. Почему вот у нас и май сегодня был? 7 мая его день рождения Чайковского. Хоронило его все, отпевали его, он писал тоже и церковную музыку, у него литургии, всеночные. Его отпевали в Казанском соборе, это главный собор Петербурга, где вот все. И народ его сопровождал, Александра Невской лавры, от Казанского собора шла толпа до самого Александра Невской. Полный Петербург. Хоронили его вот памятник. Вот так ушел наш гениальный Петр Ильич Чайковский. Рахманинов, теперь мы к Рахманинову, к его ученику, его второй гениальный композитор. Это, родился он в 1873 году. Кстати, он родился в имении, в дворянской семье, в имении в Новгородской области. Ну, уезд тогда был, уезд Новгородской. Очень противоречивые сведения, где он именно, в каком имении родился, отца или матери. Потому что мама, у нее было имение Онег, а у отца Семеновка. Но все-таки вот сейчас уже биографы говорят, что он родился все-таки в Семеновке. Мама играла, Любовь Петровна была прекрасной пианисткой. И поэтому он с детства как бы обучал на фортепиано. И он впоследствии становится гениальным, один из лучших пианистов вообще планеты. У Рахманинова была такая рука, как ни у кого из пианистов. Настолько пианистическая рука, огромная, у него была огромная растяжка. Поэтому вот его произведения сложные, у него уже более сложные произведения Чайковского, он уже, все-таки это уже 20 век. Умирает он в 1943 году. И, конечно, у него уже новые веяния, он уже композитор Серебряного века. Кстати, он дружит и с Блоком, и с Гумилевым, и есть романсы на их стихи. Он дружит с Левитаном. И вот сравнивать его музыку с живописью Левитана, который был который тоже воспевал природу, и самый такой художник, известный, самый такой лирик, известный художник, который писал пейзажи. И вот у него его музыка, она синтез, наверное, и русских интонаций. У него даже, кстати, когда он жил в Америке, у него и джазовые даже есть в каких-то произведениях, джазовые интонации. И восточный звукоряд. Вот его второй знаменитый концерт, там даже в побочной партии есть восточные какие-то мотивы. Кстати, русские композиторы многие обращались к восточной музыке. Вот он гениален, он очень много концертов давал, он не принял революцию, поэтому уехал. 10 лет, он настолько скучал, он 10 лет вообще не писал в Америке. Но потом вот стал писать, но уже музыка другая. Музыка, в которой глубокая печаль. Это трагедия, конечно, его личности. Но он, конечно, вот выбрал такой путь. Шаляпин, друг его, Шаляпин тоже был великий, его друг.
Детство тоже, можно сказать, его счастливое было. У него была очень набожная бабушка, которая, кстати, в церкви писала для церкви даже музыку. С ней даже вот регенты из церкви консультировалась. Она его все время водила в церковь. Почему? У него много таких духовных произведений, тоже и всеночные, и другие, много. И даже в его произведениях она вклинивается. Особенно ему нравились колокола. И вот эта колокольность творчества Рахманинова, она прослеживается почти во всех произведениях. Колокола. У него даже, кстати, есть для хора и оркестра такое произведение, называется «Колокола». И вот я хочу прочитать еще про колокола, они очень... Это современный поэт Голуб, но к его музыке имеет непосредственное отношение. Колокола. Ваш звучный звон — язык земли, меня вскормивший. Живет в вас радость, клич и стон, как отголосок жизни бывший. Колокола Руси венец, червонным золотом горящий. Ваш звон — связующая нить меж будущим и настоящим. Кстати, колокола пришли к нам с X века из Франции. Это в нас там теперь колокола русские. А вообще это первоначально они пришли в X веке с Франции. Тоже счастливое детство было. Его любили. Мама с ним занималась фортепиано очень много. Он буквально все на лету схватывал. Он, кстати, консерваторию закончил с золотой медалью. И в личной жизни он женился на своей кузине. 2 дочерей было. И вот как-то они в 1906 году поехали в Италию отдохнуть. И с дочерьми, с женой поехали во Флоренцию. Кстати, во Флоренции вот это тоже опять связующая нить между Чайковским и Рахманиновым. Они оба очень любили Флоренцию. Во Флоренции написала оперу «Пиковая дама» Чайковский за 44 дня. И во Флоренции писал и Рахманинов. Они очень любили вот этот город. И они наблюдали каждое утро, почти там итальянка шла с осликом, а на ослике механическое было фортепиано маленькое. И она все время играла, включала эту оркестрину, и она играла. И вот эта мелодия очень запомнилась Рахманинову. И он решил написать, она так и называется, «Итальянская полька». Потом она, кстати, вот вроде бы для детей, но она очень сложная. Она играет и дети ее, ну такие. Она очень виртуозная пьеса, особенно вот видите, 2-я часть. И играет ее даже такие выдающиеся пианисты, как Кисель. А вообще она написана, эта итальянская полька, в 4 руки, переложена для 4 рук. Кисель и Трифонов. Сейчас 2 таких великих пианиста. То есть играют и большие, и маленькие. Сейчас вы услышите интересное переложение вот этой фортепиано для 4 рук итальянской польки. А полька — это вообще чешский танец, полька. А называется она итальянская полька. Итальянская — это вообще танец тарантелло. Но она похожа, вот эта полька, на тарантелло итальянскую. То есть соединение и польки, и тарантелло итальянской. А сейчас вы услышите переложение для балалайки и фортепиано.
он гениальный пианист, он писал и тоже безумно любил природу. И вот сейчас вы услышите такое интересное произведение, которое, наверное, вам больше этюд картины. Этюд — это вообще техническая пьеса. Вы уже говорили, что этюд — это как для пальца. Это такие виртуозные пьески. Вот. А картина — это картина, то есть живописность. Мы уже говорили о Левитане. И вот он безумно любил природу, безумно любил сирень. Он даже за границей все время плантации сирени сажал. Ему вообще вручали после каждого концерта, 60 концертов давал в Америке. Вручали сирень, как это любимый цветок. Вот сейчас вы услышите этюд-картину «Ми бемоль мажор». Это 6 входит, вот вы услышите вот это живописность, и с другой стороны он назвал ее, это торжество еще народной какого-то гуляния, музыки, природы, а назвал ее Рахманинов сам «Яхта». Вот эту этюд-картину называется «Яхта». Это эпическое, это богатырский дух русского народа и эпос. Это сказки, легенды русские. Вилла была в Швейцарии. И он эту виллу сделал как Ивановку. Свое имение, он тоже там сирень насадил, все. То есть обожал русский. Кстати, я уже говорила, он не принял гражданство. И когда началась Великая Отечественная война, он давал по 60 концертов в месяц. У него даже трескались руки, пальцы. Жена все время, жена ему вот руки восстанавливала. И он отчисления от своих концертов посылал, он говорил, не советская армия, а Красная армия. И вот он умирает в 1943-м, дождался победы, ждал победы тоже русских, хотя жил в Америке. Ну вот как не вернулся, многие, Прокофьев вернулся, русский композитор, тоже русский, а он не вернулся. Но это трагедия его была. Но всю жизнь он страдал, конечно. Вот это вот. Ну, заканчиваем мы наш концерт, его одним из самых, наверное, таких проникновенных, песни о России, может быть, даже о ностальгии. Это
вокалист Рахманинова. Вообще вокалист это техническая этюд, вот картина была для пианистов, виртуозность такая, виртуозная пьеса. То вокалист это вокальный тоже, это вокалист это опять песенный жанр. Мы обычно распеваемся вокалисты, но он опять идет новаторство Рахманинова, что делает из этого поэму о родине, о России, песнь о своей величавой, горячо любимой, но такой далекой родине.
наверное, Чайковский стал ближе и понятнее музыка. Вот эта музыка, которая я подбирала такие произведения, которые близки были для людей. И вот вы заметили, как плачет. Это вокалист вообще исполняет сопрано, он закрытый том идет. А здесь для виолончели. Виолончель она поет. Скрипка, виолончель — это инструменты, которые ближе всего к человеческому миру. Они могут, но как она плачет эта виолончель. Это плач порой. Насколько здесь сколько чувств, сколько страха. Спасибо вам огромное за внимание, за то, что вы выслушали наш концерт. Я думаю, что оставила след, эта музыка. Она вечная. Музыка, она божественная, она сверху. Приходите на наши концерты. В самом случае представляю артистов ансамбля. Евгений Распутин, преподаватель колледжа искусств. Надежда Михайлова, преподаватель детской музыкальной школы Москвы. Затун, красный затун, извините. Надежда Павлова, и ведущая, руководитель ансамбля Кошелева. Спасибо за внимание, приходите. У нас будет теперь музыка, кино и телеспектакли в антике. Там будет легкая музыка.